Добрый день. Сегодня у нас в гостях Булат Ибрагимов, шеф ресторана «Южаня». Но поскольку Булат из Казани, то мы сегодня с ним будем готовить не кубанское блюдо, а татарское. Чак-чак. Чак-чак. Новогодний чак-чак, дорогие друзья, который отличается от обычного чак-чака тем, что... Он делается в Новый год. А больше ничем. Вот, так, скажи, чак-чак это вообще праздничное блюдо, да? Да, чак-чак это ставшую уже притчей во языцах, да, это такая клюква про татар. Что, почему клюква-то? Ну, такая вкусная клюква про татар. Когда, знаешь, зима, приезжает поезд, останавливается поезд там, Нижневартовск, Москва, и полуголые мужики убегают быстренько, чтобы купить чак-чак быстрее. На знаешь, перрон. Да. Там сразу продают чак-чак втридорога, и не очень хороший. Я наблюдал такую картину, правда, это летом было. Ну, На поезде ехал только. Ну, я говорю зимой, чтобы драматизм добавить. Это и полуголос. свадебное блюдо, и Да. на любом празднике, да? Да, оно раньше подавалось на праздники, но сейчас это уже вошло в обиход, и чак-чак подают обычно просто на любое застолье, особенно, тем более, конечно же, праздничное. Но, ты знаешь, чак-чак, он хорош только в том случае, если он свежий. Если он не свежий, то это бесполезная трата муки и меда. Вот, поэтому мы сегодня приготовим максимально свежий... И праздничного настроения. Да, и мы поэтому приготовим максимально свежий сегодня чак-чак. Что нам нужно? На самом деле, совершенно простецкое блюдо. Нам нужны 4 яйца, 400 грамм муки, немножко соли. Немножко соли это... Это по вкусу. Ясно. Да, здесь у нас кипящее масло, А там? а здесь у нас мед для того, чтобы сделать медовый сироп, в котором мы потом проварим шарики из чак-чака. Он не обязательно должен быть разным, это просто так Да, получилось. нет, на самом деле это цветочный мед, это хороший цветочный мед, Да. перемешку с гречишным. Почему я добавил гречишный? Для того, чтобы просто усилить вот этот медовый вкус, потому что гречишный, ты знаешь, очень яркий такой медовый вкус. А сколько есть. нужно меда? Здесь меда 250 грамм. Вот. Да. И вот необходимый ингредиент. Да, у каждого татарина всегда есть. Под рукой, да? Да. Это небольшое количество Водки. водки. Для чего она нужна? Для того, чтобы начать приготовление? Или совершенно как? верно, да. Знаешь, как Внутрь? Поль Бакюс говорил, нет, это шутка. Поль Бакюс говорил, готовьте из вина, которое подаете на стол. Так вот, нет, водка на самом деле нужна для того, чтобы придать пышность тесту, потому что, как ты знаешь, для того, чтобы, например, приготовить хворост, или чуррос, или те же самые каннелони, всегда добавляют алкоголь в тесто. Таким образом оно становится пышнее. Так поступим и мы. Да, пышность для чак-чака это, как бы, скажем так, очень важная составляющая. Мы замешиваем тесто так, как его замешивают обычно для итальянской пасты. То есть мы муку высыпаем ее на стол, такой вот горкой, делаем в ней углубление, подходящее для того количества яиц. Для приема яиц. Да, для приема яиц. Выливаем туда яйца, добавляем соль сразу же. То есть должна просто щепотка соли, да? Да, конечно. И просто взбиваем сначала их здесь. То есть, если сейчас вырезать это из контекста, получится, как будто я пасту готовлю. Но на самом деле тесто для чак-чака отличается от теста для пасты, во-первых, наличием водки, естественно, да, а во-вторых, густотой. Да, мне кажется, проезжие итальянские купцы забрались в Казань, увидели вот этот ингредиент, а потом просто убежали, они не дождались этого меда, там, этого всего. Ну, может быть, да. Они такие, мама мия, и все. Они добавляют водку в пасту. Да. Как там по-итальянски ругаться, я не умею. И в этот вулкан теперь надо добавить водки. И добавляем немножечко водки сюда. Добавляем, опять-таки, не всю. Не всю. Да, порядка 30 грамм нам будет достаточно. Что же зря мы делать с вилку остальным? Зря мы убрали вилку. Что мы делаем с остальным? Нам По вкусу. Да, сам решает человек. Вот. И мы начинаем потихонечку домешивать тесто, как это делается, как обычно. Булат думает, что так обычно и замешивают тесто. Нет, так на самом деле, так, например, его замешивала моя бабушка. Только она это делала на большой доске, а мы просто на столе. Просто так удобнее, например, мне, не знаю, как другим людям. И так получается, что консистенция лучше получается, потому что мы постепенно ее вводим в желтки. Постепенно размываем берега. Да, совершенно верно. Опять-таки, если у нас сейчас получится тесто, например, слишком густое или наоборот, скорее всего, оно получится
может быть слишком жидковато, мы немножко можем добавить муки в процессе. То есть тут нет каких-то строгих Пропорций. пропорций, да. Это, знаешь, как вот спрашиваешь, я спрашивал своей мамы или у своей бабушки спрашивал, сколько нужно добавлять. Ну, там добавляешь примерно на глаз, и все. То есть нет такого, что есть какие-то там строгие, сколько нужно грамм или чайных ложек или вот таких подобных вещей. Нужно поймать консистенцию. Первый раз, когда я делал чак-чак, у меня получилось совершенно как бы... Получился бурсак. Получился совершенно невероятно какой-то неприглядное нечто. Вот. Но с тех пор как бы утекло много воды, водки и меда. И яиц. Да, и яиц. И Мало поэтому... яиц утекло с тех пор. А вот из такого теста делаешь что-нибудь, кроме чак-чака? Да, если туда добавить немножко сахара, можно сделать, к примеру, тот же самый хворост, к примеру, подойдет. Вот, или баурсак. Ты знаешь, чем отличается баурсак от чак-чака? Не знаешь? Расскажи. На самом деле Размером. никто не знает, потому что вот у нас, например, в семье, да, баурсак это... Чак-чак это, естественно, вот либо маленькие, либо шарики какие-то среднего или маленького размера, либо это вот, как сейчас... Червячочки. Как червячочки, да, уже стало, скажем так, трейдмарк, да, то есть торговая марка. А у нас в семье там брусаком считается вообще совсем такие большие прям брусочки, они вот прям, наверное, больше, чем рюмка из теста. Внутри как бы оно похоже на заварное тесто даже. Вот я такой ел. Да. Вот. Да. Это вот... И оно такой немножко так, такой воздушный. Да. И оно не в медовом сиропе, а в сахарном. Ага. Вот. То есть оно покрыто таким засахаренным, то есть оно засахарено снаружи. Вот это баурсак. И на свадьбу, на юбилей всегда готовили такой огромный тарелку баурсака. Это считалось прям, На каждого человека? Нет, такой огромный татарский крокенбуш такой, знаешь? Киркенбуш? Крокенбуш, да. Крокенбуш. Да, крокенбуш. Ой, точнее. Вот. Какие же мы с тобой полиглоты. Ужас просто. Да, мы почти дошли до консистенции. Нам нужно немножко разработать, скажем так, назовем это глютеном. А чё ж не назвать-то, особенно если это глютен и В конце концов, да? Да, пожалуйста, все, кто сейчас нетолерантны к глютену, можете от экранов отойти. Потому что чак-чак не делать без глютена-то. Безглютеновый чак-чак. А что это такое? Это новый тренд, скоро в Татарстане будет. Все, мы, в общем, замесили нужную нам консистенцию теста. И теперь нам нужно дать ему отдохнуть. На минут на 20? Да, минут на 20, чтобы чтобы глютеновые связи, о ужас. Чтобы все хорошо было. Да, чтобы клейковина немножко разошлась, и оно стало, скажем так, более податливым для дальнейших манипуляций. 20 минут постоял в холодильнике. Телевизионной магии не произошло, пришлось подождать. Вот такой он стал приятный. Сейчас нам нужно сформировать из него колбаску, как будто мы делаем... Козылык. Да, как будто мы делаем большие ньокки. Такие ньокки. Какой величины ты хочешь, чтобы был чак-чак? Какой я хочу быть величины? Праздничный? Праздничный? Новогодний? Конечно. Как иначе? Делаем где-то толщиной с большой палец. С твой или мой? У нас с тобой одинаковые большие пальцы. И у тебя больше. Ну хорошо, тогда давай с мой. В конце концов, я же готов. Тут самое главное, очень важна, знаешь, температура масла, когда мы готовим, потому что чак-чак, его нельзя готовить при большой температуре. То есть нельзя, чтобы тесто... Ну ты говорил, да, чтобы оно не было слишком хрустящим, чтобы оно не было слишком... Не было слишком кытыр-кытыр. Кытыр-кытыр, да, чтобы оно не было кытыр-кытыр. Все, вот мы сделали такую колбаску симпатичную. И берем доску, на столе же резать нельзя. И нарезаем его, например, вот такие вот. Причем мы потом, после этого, мы тесто не трогаем. То есть должен быть такой элемент, скажем так, магии? Натуральности, да, происходящего. То есть мы не формуем потом красивые шарики. Ага. А что получится, да, то мы назовем чак-чаком. Да, то и назовем чак-чаком. Или то, скажем так, и нам... То и есть будем. Да, то и есть будем. Что получится, то и есть будем, говорит татарская Сейчас мы пословица. попробуем один кусочек теста пожарить, посмотрим, что из этого у нас получится. Еще, может быть, нарезать? Ты давай тогда продолжай мое дело. Твое дело. Да, мое правое резать? дело. Да, резать. Так.
Как зависит размер, как зависит вкус чак-чака от его размера? Ну, он либо будет, например, слишком сухой, либо, наоборот, он будет слишком, скажем так, Мокрый, да, слишком сочный. То есть нельзя, чтобы мед с тестом приобрели, как бы, скажем так, близкую к гомогенной текстуре, понимаешь? Как ты видишь, оно у нас не подрумянивается, да? Ну вот оно таким должно быть, да? Да, оно расходится. Из-за того, что мы туда добавили халяльную водку, температура должна быть не выше 170 градусов по Цельсию. Значит, чуть повыше. Мы когда закинем тесто, она у нас остынет. После чего мы потом все наше готовое тесто мы должны проварить немножко в медовом сиропе, для того, чтобы он начал напитываться. Потом переложить в эту емкость, которую я тебя попросил бы смазать топленым маслом, если ты не против. Где же его взять-то? Его взять в холодильнике. Как у любого татарина, у тебя в холодильнике должно быть топленое масло, понимаешь? Много ли нужно масла? А? Много ли нужно масла? Нет, нужно масло, чтобы просто в руках его растопить и... И руками же. Да, и руками, да. Руками же, это значит руками размазать, да? Да, совершенно верно. Прям все-все? Нет, ну, Или донышко? нет, просто нет, все, чтобы для Всё, того, всё, чтобы всё. потом, когда мы будем переворачивать его, оно приняло форму этой посуды. Вот до такого примерно состояния мы доводим наш чак-чак. Он должен так раскрыться, когда Да, орешек? он Как раскрывается, шишечка? как орешек, да. Ты посмотришь, что он как бы полностью готовое тесто, но оно не хрустящее, оно не шикар-шикар не делает. Вот. И после чего мы уже будем готовы его проварить на нашем сиропе. Так. Вот тебе. Спасибо. Ну все, теперь мы готовы закидывать. Это ж в чем же его делают, когда готовят на свадьбу, например? Большой кастрюле, ну его делают партиями, да. И если мы говорим про маленький чак-чак, то это процесс, который можно делать в одной кастрюле достаточно быстро, потому что, как ты понимаешь, маленькие кусочки теста будет готовиться намного быстрее, чем большие. Да, нам термометр уже больше не нужен, аккуратно. Все. Посмотрим, чтобы тесто не слипалось ни в коем случае. Нам нельзя, чтобы оно слипалось. Это как бы no-no. Или юг-юг. Юг-юг. По-татарски. И видишь, да, что они становятся воздушными. Жареной водкой запахло. Есть, получается, жареное молоко, да? Да. А будет жареная водка. Окей. Жареная водка, она по-любому же становится халяль. Ну, конечно, естественно. А если она еще пожарена в халяльном масле, топленом. Параллельно, пока у нас жарится чак-чак, мы растопили мед и добавили туда буквально немножечко воды, для того, чтобы у нас не было слишком густым. И на среднем, точнее на маленьком сначала огне мы разогреваем эту смесь, чтобы потом ввести в нее чак-чак. Прямо на плите, да? Да, естественно. И немножко его проварить. Да? Здесь можно, конечно, уловить некоторые такие, скажем так, турецкие, что ли, нотки, да, когда турки в сиропе варят тесто, подваривают. Вот такой у нас получается чак-чак. Роскошно. Проверяем один кусочек чак-чака. А что такое чак-чак вообще? Переводится это слово такое? Чак-чак. Что это такое? Я думаю, что чак-чак это из той же оперы, что и шикар-шикар. Вот. То есть как бы чак-чак. Я как бы думаю, что это так и есть. Ну да, смотри, у нас уже он практически начал подрумяниться. Я попробовал кусочек. У нас готов. То есть вот он до такого цвета должен быть доведен. Он пока, сам понимаешь, просто жареное тесто. Ничего интересного. Мы его прикладываем у нас. Желательно, чем меньше масла, да, тем лучше, учитывая, что оно еще не топленое. Чем-то напоминает, да, чуррос. Да, с одной стороны. В принципе, да. Да, теперь мы берем нашу лопаточку и начинаем. Так, нам нужна температура, да? То, что ты называешь словом варить. Да.
Знаешь, как будет варить по-татарски? Как? Пешерыга. А еще, знаешь, такое татарское, как татарский язык, очень похож на французский. Есть такая поговорка на татарском. Жю сам жу, жума сам джума. Вот. Это переводится как: если собрался мыть, то помой, а если не моешь, то не мой. Жю сам жу, жума сам джума. Тут, видишь, появляются уже какие-то знакомые нам цвета, да, у чак-чака. Но, как мы видим, еще сироп достаточно жидкий. Нам надо его немножечко, чуть-чуть буквально выпарить, учитывая то, что там присутствует вода все-таки. И дать ему все-таки пропитаться. Так как он горячий, он сейчас будет очень смело и хорошо впитывать в себя. Похож на какую-то зубную железу, что ли? Возможно, да. Или на кусочки головного мозга какого-то животного. Смотри, у нас уже процесс, да? Сейчас мы попробуем одну штучку, посмотрим, что это получится. Стой, он горячий. Понятно, что горячий. Прям пропитался уже. Ну, прям медовый. Такой должен быть, да? Да, все, у нас чак-чак приготовился. Так. Сироп наш начал густеть и уже пузыриться. Если мы дальше продолжим, то он начнет превращаться в карамель, а это нам не нужно. Будет кытыр-кытыр. Да, совершенно верно. Вот, значит, так готовится чак-чак. Мы приготовили маленькую порцию чак-чака, да, чтобы все понимали. Как бы не готовили. Полпорции Тут чак-чака. нас тут людей мало. Это полпорции новогоднего чак-чака. Да. Вот, теперь мы его еще раз перемешали. Надо накрыть его пленкой. А зачем масло-то? Масло для того, чтобы он потом отошел от формы. Я думал, чтобы он еще так промаслился. Нет, зачем масло? Тебе масла мало? Мне? Мало? Нет, спасибо. Вот. Ладно, запищеплюнем это. Запищеплюнем. Так. И куда его? Просто оставить в сторону. И давай его берем его в холодильник для того, чтобы ускорить процесс его. Ну так вообще надо куда? Охлаждение. Да, нормально? Да, знаешь, еще иногда, когда делают чак-чак, очень часто, чтобы он долго, подольше хранился, его выстилают в форму там, или что-то смоченным марлей, сюда кладут чак-чак, накрывают еще, и потом он становится мягче, если, например, нужно, чтобы он дольше хранился. Но опять-таки я повторю, что чак-чак, он должен быть, свежий. Иначе во всем нету никакого смысла. Холодильник нормально? Да, холодильник нормально, да. Сейчас, давай еще перемешаем его. Давай. Очень много меда скопилось внизу. А нужно, чтобы мед был сосредоточен. То есть законы физики ты не учитываешь в данном случае? Нет, он просто же остывает. Я все-таки их учитываю. И когда жидкость остывает, да, то молекулы в ней движутся медленнее. В этом смысл понятия температуры, да? И в этом, и соответственно, она, как видишь, застывает, и мед распределяется более равномерно. Запищеплянем его. И берем в холодильник. Еще надо его все-таки придавить. Я думаю, вот что надо сделать. Чуть-чуть придавить. У нас есть для этого специальная, да? Специально обученная тарелочка. И так мы его еще придавим. Придавим. И... Ждала чак-чака всю свою жизнь, да, стеклянную. Ну вот, готовый новогодний чак-чак. Да, мы выложили его, оставили за кадром. Как из некрасивой тарелки мы выложили его в красивую. Намочили руки, сформировали его. И татарин бы сейчас нормальный бы, да? Посмотрел бы на него и сказал: это что, чак-чак, что ли? То есть чак-чаку на самом деле должен быть вот такая гора чак-чака должна быть, да? Вот. Пирамидка такая. Пирамидка такая, да. Ну, пропорции мы вам все рассказали. Пожалуйста, готовьте в любых количествах, хоть целый вагон, и даже еще можно маленькую тележку. Да, только не забудьте, что ему надо дать полностью остыть в холодильнике, и после этого употреблять в пищу желательно с чаем. Крепким черным чаем с молоком. Да? А мы так попробуем. Давай. Пропитался. Пропитался медом тесто. Как похоже на соды, как будто бы. Да. Все, мы прощаемся с вами, потому что Спасибо, Роман. не терпится мне все это съесть одному. С Новым годом! Яна ел, блин. Как? Яна ел, блин. Яна новый, ел год.
Блен это с. Блен, Я наел блен с. блен. Блен с. Я наел блен. Дуслар. Пока-пока. С Новым годом. Мне кажется, надо сам планировать. Хватит жрать.